Программа «Между тем» и я, журналист Дмитрий Аргунов. Здравствуйте. Честное слово, поражаюсь порой нашим согражданам, для которых помимо прямого текста нужна еще и расшифровка оного. Но что поделать? Наши западные партнеры поспешили с выводами, что российская демоэкономика обрушена. О том, что это не так, им, западным партнерам, пришлось опять же объяснять 15 раз. А для нас с вами следующая информация. Главой республики создан оперативный штаб по стабилизации экономики. Основными первоочередными мерами поддержки малого бизнеса будут являться льготные займы по антикризисной программе для предприятий сферы торговли, кредитные каникулы для действующих заемщиков Фонда развития предпринимательства с сохранением действующих процентных ставок. Согласитесь, уже кое-что. Кроме того, планируется к введению меры налоговой поддержки для предприятий, применяющих УОСИН. Поговаривают об 1% ставке, а также механизмы отсрочки в оплате начисленных налогов и возмещения процентов по действующим банковским кредитам. Взглянем пошире на всю страну. Правительство России разработало программу, 5 ее главных мер уже начинают действовать. Все плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса отменяются до конца 2022 года. Цифровые компании освобождаются от налога на прибыль до конца 2022 года. Власти составят список товаров, для которых разрешат параллельный импорт. Это когда вещь можно ввести в страну без разрешения производителя. Так получится обойти запреты на поставки телефонов, одежды и любых других предметов. Малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы. Законопроект об этом уже внесен в Думу. Отсрочка будет даваться, если выполнены 3 условия. Кредит взят до 1 марта 2022 года, доходы компании упали минимум на 30% от среднемесячных, у организации нет других кредитных каникул. Правительство обнуляет комиссию для бизнеса за пользование системой быстрых платежей. Сейчас это 0,7% от чека. Говорят, наступает эпоха НЭП 2.0. Так ли это, покажет время. Увидимся.